Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Физико-технический институт СВФУ готовит специалистов и ведет исследовательские работы по приоритетным направлениям науки и техники, нанотехнологиям, энергосбережения, энергоэффективности, телекоммуникационным и информационным технологиям, медицинской физике, радиационной безопасности. Физическое образование – это стратегический ресурс инновационного развития всей страны. Тема разговора сегодня – медицинская физика. Гостья в студии Саргалана Мамаева, заведующая кафедрой общей и экспериментальной физики Физико-технического института СВФУ, руководитель магистратуры медицинская физика, кандидат физико-математических наук. Саргалана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот медицинская физика – одно из интересных направлений, по которому ваша кафедра готовит специалистов. Что изучает студент в процессе обучения? Да, наши студенты изучают прежде всего физику. Это физическое образование. Соответственно, вот на первых курсах они изучают общий курс физики, и начиная с третьего курса начинают изучать дисциплины, которые касаются именно медицинской физики. То есть это фактически на стыке двух наук, медицина и физика, соответственно, это междисциплинарное направление, поэтому готовятся по различным дисциплинам, касающимся и физики, и частично даже медицины. То есть, например, проходят патофизиологию, обязательно проходят биохимию, биофизику, медицинскую биофизику. Также проходят, например, вот такие дисциплины специальные, да, имеется в виду физические основы магнитной резонансной томографии, рентгеновской компьютерной томографии. Это на уровне бакалавриата. Но на уровне магистратуры там еще более другие дисциплины, которые касаются именно области медицинской физики. То есть выпускники могут продолжить обучение в магистратуре, да, по направлению медицинская физика. Да. Могут ли туда же поступить выпускники, например, других технических направлений? Вот что им это даст? Да, конечно, могут поступать и другие выпускники в технических направлений, такие, например, как радиофизики, радиотехники. Так как, в принципе, базовые представления о физике у них уже есть, и, соответственно, в магистратуре они могут пройти дальнейшее углубление, скажем так, физики именно в области медицинской физики, физики, которая применяется в медицине. Ну, насколько я понял, здесь в первую очередь идет речь о каком-то специальном оборудовании, работа на этом оборудовании, может быть. Да, что еще вот включено в это понятие? Ну, все связано с понятием, кто такой медицинский физик, соответственно. То есть медицинский физик — это не инженер. Во-первых, вот очень многие путают это, думают, что это инженер. И есть понятие медицинского инженера, есть, но это не медицинский физик. Но, в принципе, вот медицинские физики также могут приобрести компетенции медицинского инженера и работать в качестве медицинских инженеров, то есть в качестве специалистов, которые могут вести эксплуатацию, то есть оборудование медицинского, да, и, соответственно, ремонтировать какие-то элементы и так далее. Но медицинский физик — это прежде всего специалисты, которые являются помощниками медиков, они участвуют в диагностике и в терапии непосредственно. Ну, то есть медицинский физик, вот это больше медик или физик? Это вот, физик. Это все-таки физик, да? Да, это не медик. Ни в коем случае не медик. А вот где трудоустраиваются ваши выпускники? Да? Ну, в первую очередь, медицинских заведениях они работают? Да, в первую очередь, конечно, это медицинские учреждения, то есть это вот для этого они специально готовятся. То есть там, где есть высокотехнологичное оборудование. Ну, начиная там с томографов, про которые мы только что сказали, да, рентгеновские компьютерные томографы. Кроме того, вот, например, в онкологии, да, в области онкологии, в республиканском диспансере, например, у нас есть так называемые линейные ускорители электронов, которые применяются для лечения и терапии опухолей, раковых опухолей. То есть это очень сложное оборудование, и без помощи медицинских физиков, ну, фактически медики не имеют даже права работать. Да, то есть только при присутствии медицинских физиков готовятся так называемые планы лечения, терапии, потому что все это связано с радиацией. Ну, то есть вы способны подготовить, да, сотрудников для нового онкологического диспансера. Вот сколько сейчас у вас есть студентов, хватает ли студентов? Ну, фактически уже готовим. С 2012 года мы уже начали прием на бакалавриат по медицинской физике. С 2018 года магистратуру
по медицинской физике. Но, безусловно, у нас сейчас вот все больше и больше требуется этих специалистов. Ранее, вот когда мы только открывались, об этом даже понятия не имели, а кто такие медицинские физики. Примерно вот такое вот было положение вещей. Но сейчас уже большинство медиков, безусловно, те, которые работают вот в онкодиспансерах и наших республиканских больницах номер 1, номер 2, где вот применяется высокотехнологичное оборудование, они прекрасно знают, что они нужны. Вот смотрите, вы руководитель магистратуры, именно медицинская физика. А есть ли у вас студенты, кто продолжает обучение дальше, аспиранты, те, кто, может быть, продвигаются в этом научном направлении и близки, может быть, к каким-то открытиям даже? Да, наши студенты, вот, которые заканчивают бакалавриат, продолжают обучение, как мы уже сказали, в магистратуре. И магистратура им позволяет в дальнейшем поступить в аспирантуру. То есть в аспирантуру могут поступить только те, которые закончили магистратуру. Ну и, конечно же, в магистратуре, даже на уровне бакалавриата, студенты уже начинают делать настоящие, реальные такие научные исследования совместно со своими научными руководителями. И все эти работы касаются, безусловно, различных заболеваний, то есть исследований заболеваний, применения различных оборудований, аппаратов для исследования и для вот, разработки, да, вот, разработки таких вот аппаратов, модификаций. В общем, медицинские физики, безусловно, вот в этом плане имеют обширнейшую вот, сферу, да, деятельности в науке. Вот в прошлом году ваша кафедра открыла совместную лабораторию, да, электронные пучки и радиотерапия вот, с Якутским онкологическим диспансером как раз. Да. Вот каковы первые результаты работы этой лаборатории, работают ли в лаборатории ваши выпускники? Да, эта лаборатория была открыта на основе того, что мы совместно с Томским политехническим университетом, ну, мы в некоторой степени, можно сказать, участвовали в этом, да, в разработке циклического ускорителя. Это вот такой вот бетатрон, то есть источник электронного пучка. И этот бетатрон мы установили в онкодиспансере, так как есть там специальные каньоны для радиационной безопасности, то есть это такие специальные помещения с толщиной стен порядка там, 2 метров, 1,5 метра, для того, чтобы была безопасность, да, радиационная, так как это все-таки достаточно высокоэнергетические пучки, ну, например, электронные пучки, вот, которые используются, вот, вернее, генерируются в этом бетатроне, они доходят порядка 8 мегаэлектронвольт. Вот это достаточно высокие энергии. Ну и, конечно же, наши студенты тоже участвуют. Дело в том, что в настоящий момент мы фактически вот, ну, изучаем сам этот бетатрон. Мы должны изучить его с физической точки зрения, его параметры и так далее, для того, чтобы в дальнейшем все это использовать для разработки медицинского аппарата, который будет использоваться в дальнейшем, ну, мы очень на это надеемся, в интраоперационной лучевой терапии. Интраоперационная. То есть, например, это вот применение бетатрона, ну, то есть, вернее, медицинского аппарата на основе бетатрона при лечении опухоли рака молочной железы. Вот, удаляют опухоль и облучают электронным пучком ложе опухоли для того, чтобы в дальнейшем вот эта опухоль не вернулась, не было рецидива. Ну, исследования точно перспективные, да? Да. А вот что дает такое сотрудничество вузу и диспансеру? Вот что должно быть в перспективе? Ну, перспектива, безусловно, внедрение этого аппарата в отделении лучевой терапии для того, чтобы использовать для лечения пациентов. Да. Ну, физика — это фундаментальная наука. Какие научные исследования ведет ваша кафедра? У нас очень широкий спектр научных исследований. Это касается, конечно, вот различных видов заболеваний, в первую очередь онкологических заболеваний. Мы начинали, правда, вот исследования, связанные с заболеваниями почек у детей, синдромом гематурии. Очень интересная тема в плане того, что до сих пор нету, ну, скажем так, достаточных исследований для определения причин возникновения этих заболеваний. Есть, ну, примеры того, что исследований, в которых говорится о том, что причиной возникновения таких заболеваний могут быть вирусы. Да, вирусы. И вот, собственно говоря, изучая это заболевание, мы перешли на рак шейки матки, который, к сожалению, у нас в республике стоит на 2-м месте.
Дело в том, что даже вот больше, чем рак легких, да, вот как это вот в России в среднем и по всему миру. И причиной возникновения, например, рака шейки матки является вирус папилломы человека 16-18. И мы вот тоже, зная об этом, фактически вот, используя различные физические методы, в том числе достаточно такие мощный аппарат, как электронный микроскоп сканирующий, который у нас есть в нашем университете, получили очень интересные результаты, связанные именно вот с вирусными частицами. И можем сказать, что фактически впервые мы обнаружили, что на эритроцитах, эритроцитах крови, вы знаете, это красные кровяные клетки, эти частицы располагаются, да, и, можно так сказать, транспортируются по всему организму. И таким образом, в принципе, достаточно хорошо можно объяснить рецидивы, то есть после радикального лечения, после достаточно хорошего эффекта лучевой терапии или химиотерапии и так далее, пациенту возвращается рак, но может вернуться в другом месте. Вот, то есть локализация уже будет в другом месте. И, соответственно, вот эти вот такие явления достаточно хорошо могут объясниться тем, что эти вирусные частицы транспортируются эритроцитами. Вы прекрасно знаете, что эритроциты, они фактически циркулируют по всей кровеносной системе в организме человека. То есть они могут доставлять эти частицы куда угодно. Это, можно сказать, настоящее открытие. Вообще, как часто у вас студенты участвуют в каких-то научных конференциях, может быть, какие-то большие конференции, крупные, где наши студенты, может быть, какие-то призовые места даже взяли? Наши студенты участвуют в различных конференциях различных уровней, начиная кафедральной, заканчивая международными конференциями. В международной конференции мы участвуем фактически всегда, то есть ежегодно наши студенты участвуют, например, в международной конференции, которая проводится в МГУ, Ломоносов называется, там по числу года, да, там, например, 2023 тоже участвовали уже со своими результатами, то есть они в обязательном порядке, скажем так, участвуют в экспериментах, в интерпретации, в обработке результатов экспериментальных, поэтому они прекрасно знают, что делают и так далее, для чего все это делается. И они участвуют достаточно с хорошими результатами, становятся дипломантами. Также у нас, например, одна выпускница ездила в Майами, то есть в США, тоже выступала на международной конференции. И также начали участвовать в конференции, которая тоже проводится в МГУ, там, другое название. То есть фактически, кстати говоря, в 2022 году мы провели свою конференцию впервые, в которой участвовали в большом количестве наши студенты, в общем, было очень интерес интересно. был, я так понимаю, да? Безусловно, конечно. Интерес был, много выступлений. Это уже пути к каким-то новым открытиям. Сергей Николаевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейшей успешной работы. Ну и, конечно же, больших научных достижений, успешных вам студентов. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.